солнце светит. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада вас приветствовать на очередном заседании Республиканского методического объединения учителей химии. Сегодня на повестке у нас 3 вопроса, которые, надеюсь, что волнуют и интересуют вас. И по вашим откликам, обратной связи мы надеемся услышать, насколько вам это интересно. Первый вопрос, как вы уже, наверное, видите по презентации, это выступление председателя Республиканской предметной комиссии Быховцовой Светланы Ильиничны по изменениям в ОГЭ 2020. Второе наше выступление – это выступление Витязевой Оксаны Валерьевны, сопредседателя Республиканского методобъединения, о профессиональных конкурсах для учителей химии. Третьим выступающим будет Анжелика Васильевна, извините, не помню фамилию, Волкова, которая нас познакомит с основными направлениями в оценке качества образования. Ну и какие-то, если небольшие моменты организационные, то в конце подытожу уже я. Сейчас я хочу предоставить слово Быховцовой Светлане Ильиничне об изменениях в ОГЭ 2020. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Тема нашей с вами сегодняшней беседы – это изменения в ОГЭ 2020 года. Конечно же, вы уже все посмотрели и все знакомы с демо-версией, поэтому по самому содержанию демо-версии мы пройдемся очень кратко. Более подробно остановимся на изменениях в практической части экзамена по химии в этом году. Итак, содержание КИМ ОГЭ 2020 года определяется на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. И обратите внимание, что в КИМ обеспечена преемственность проверяемого содержания с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по химии. Тем самым предлагаемая модель 2020 года является переходной. То есть она включает в себя задания как экзаменационной модели 2019 года, так и задания перспективной модели 2021 года. Такой подход позволяет постепенно переориентировать подготовку экзаменуемых на новые модели заданий. Главная, основная особенность экзаменационного варианта 2020 года является в наличии в нем 2 заданий, предполагающих составление уравнений 2 реакций и проведение в соответствии с ним реального химического эксперимента. Хочу обратить ваше внимание на кодификатор основного государственного экзамена. Он состоит у нас из 2 разделов. Это перечень элементов содержания, проверяемых на ОГЭ по химии, и перечень требований к уровню подготовки проверяемых на основном государственном экзамене по химии. Обратите, пожалуйста, внимание, на слайде выделены очень важные моменты. Кодификатор следует изучать не только учителю химии, но и обязательно знакомить с кодификатором участников основного государственного экзамена по химии. Почему? Потому что именно в кодификаторе перечислены те элементы содержания курса химии, которые обязательно будут проверяться на экзамене. То есть, если учащийся хочет составить полное представление о всем предметном содержании и о тех умениях, которые будут проверяться на экзамене, он должен обязательно познакомиться с кодификатором. Следующий слайд, который говорит о демонстрационном варианте ОГЭ. И если вы видите, да, то демонстрационный вариант, он дает нам представление о структуре, об уровне сложности заданий, которые предстоит выполнить учащимся в этом году. Но при этом, посмотрите, четко указывается, что демонстрационная версия не отражает всех элементов содержания, которые будут проверяться с помощью вариантов КИМ в 2020 году. Поэтому для полного представления о всем предметном содержании основного государственного экзамена, опять же, мы можем посмотреть это содержание в кодификаторе, который прилагается к этому пакету документов. Итак,
Структура экзаменационного варианта ОГЭ, так же как и в 2019 году, включает в себя две части. Часть первая содержит 19 заданий с кратким ответом, 14 заданий базового уровня, 5 заданий повышенного уровня. Вторая часть содержит у нас 5 заданий. 3 задания этой части подразумевают развернутый ответ, 2 задания этой части предполагают выполнение реального химического эксперимента и оформление результатов и его результатов. Так, ну давайте посмотрим, что у нас представляют баллы в этом году. Итак, часть первая 19 заданий, максимальный балл 24. Часть вторая 5 заданий, максимальный балл 16. Итого 24 задания, максимальный балл 40. Эти 40 баллов и являются у нас 100% выполнения работы. Итак, давайте посмотрим, что же меняется в этом году. Конечно, мы об этом с вами уже говорили, что увеличивается доля заданий с множественным выбором ответа. Как вы видите на слайде, это 5 заданий, 6, 7, 12, 14 и 15. И добавляются задания на установление соответствия между позициями двух множеств. Это задание 10, 13, 16 в части первой. В части первой добавлено задание первое, и оно вызывает достаточно много затруднений у учащихся, потому что оно предусматривает проверку умения работать с текстовой информацией и отражающей различия в содержательной нагрузке понятий. Значит, в этом задании 2 утверждения, которые относятся к 2 основным химическим понятиям. Это понятие химический элемент и простое вещество. Материал этот рассматривается в курсе 8 класса, и в 9 классе мы, конечно, об этом говорим, но как отдельный элемент, вот на это стоит обратить внимание, потому что у учащихся это задание вызывает много затруднений. Ну, по крайней мере, мы можем сделать, так скажем, прогноз об этом, посмотрев результаты диагностической работы по химии, которую писали учащиеся города Сыктывкара. Из части первой экзаменационного варианта исключено задание, которое проверяет знания по разделу «Первоначальные сведения об органических веществах». В части 2. В части 2 включено задание 21, предусматривающее проверку понимания существования взаимосвязи между различными классами неорганических веществ и сформированность умения составлять уравнения реакций, отражающих эту связь. И еще одно контролирующее умение в этом вопросе – это умение составлять реакции ионного обмена, в частности, сокращенные ионные уравнения. В экзаменационный вариант этого года добавлена обязательная для выполнения практическая часть, которая включает в себя 2 задания – 23 и 24. В задании 23 предложен набор реактивов, пользуясь которыми учащийся должен выбрать 2 вещества, показать его взаимодействие, то есть чтобы показать характерные химические свойства предложенного реагента. В задании 24 предлагается провести эти 2 реакции, которые ребенок составил в задании 23. Итак, давайте более подробно. Задание 21. Задание 21 оценивается в 4 балла. Как вы видите, это задание предусматривает 3 уравнения реакций молекулярных, в котором правильно показана взаимосвязь тех превращений, которые спрятаны в цепочке. Обратите внимание, что в цепочке превращений в варианте этого года есть вещество, обозначенное X, то есть ребенок должен спрогнозировать вещество и, соответственно, чтобы это вещество соответствовало всем тем условиям, которые заложены в данную цепь превращений. Кроме этого, в задании четко оговаривается, для какого превращения нужно составить сокращенное ионное уравнение. Сразу же хочу обратить внимание, коллеги, что при написании сокращенного ионного уравнения надо обратить на 2 момента внимание учащихся. Первое. В этом году неправильное обозначение заряда иона приводит к тому, что это уравнение не будет засчитано. То есть задание 21 четко проверяет сформированное у ребенка понятие 2 основных момента. Это степень окисления и
заряд иона. Поэтому вот здесь проверяется умение обозначить правильно заряд иона. Помним, что при заряде иона сначала идет цифра, потом идет знак иона. И если в этом году учащиеся подменяют это обозначение степенью окисления, вместо 2 плюс пишут минус, плюс 2, это грубая ошибка, и ребенок теряет балл. Кроме, второй момент, на который надо обратить в этом задании, это сокращенное ионное уравнение. Если ребенок не сократил коэффициенты, то есть они у него удвоенные, это тоже является ошибкой, и такая запись ионного уравнения не будет зачтена. То есть вот эти два момента следует как-то больше внимания обратить у учащихся вот на это, кажется, с их позиции мелочь. Вот это вот мелочь, это недочет может привести к потере балла в этом достаточно весомом задании. 4 балла – это много для развернутой части. Итак, обратите внимание, практическая часть. Это взята выдержка из бланка, который в этом году у нас будет работать в контрольно-измерительных материалах. Итак, приступайте к выполнению задания 23 и 24 после выполнения всех предыдущих заданий. Прочитайте текст, выполните задания 23 и 24. Для ответов на задание 23 используйте бланк ответов номер 2. Выполните сначала задание 23 и только потом выполняйте под наблюдением эксперта-экзаменатора задание 24. Итак, давайте посмотрим, что из себя представляет задание 23. Задание 23 предусматривает четко регламентированное веществом, с которым будет работать учащийся, в данном варианте это сульфат магния, и к нему набор из реактивов. Задание оценивается в 4 балла. В этом задании нужно составить, обратите внимание, коллеги, 2 уравнения. И только 2 первых уравнения и будут оцениваться экспертами-экзаменаторами. Конечно же, вы понимаете, что уравнений может быть для характеристики химических свойств вещества, и, возможно, даже в наборе реактивов может быть несколько уравнений реакции, но оцениваются первые 2. Поэтому надо четко с учащимися здесь проговаривать, что не надо писать 3, 4, 5 уравнений. Первые 2 правильно составленные, со всеми стихиометрическими коэффициентами, с правильно написанными формулами, и эти 2 уравнения будут оценены в 2 балла. Дальше, посмотрите, пожалуйста, в этом задании учащиеся должны спрогнозировать признак реакции. И вот здесь я прошу обратить ваше особое внимание учащихся на не просто констатацию факта «выпал осадок, выделился газ», а четкое фиксирование цвета осадка, цвета, запаха газообразного продукта. Если у нас идет реакция, сопровождающаяся растворением твердого вещества, значит, оно должно быть написано. Обратите внимание, в данном задании могут показаться, что одно твердое вещество, например, в реакции замещения хлорида меди и железа, мы с вами, железо у нас твердое вещество, и получающийся продукт, медь, оно тоже твердое. Поэтому в данном случае надо четко проговаривать, что какой осадок у нас растворяется, какой остаток, и какой получается цвет нового полученного вещества. Вот эти моменты надо очень четко с ребятами отрабатывать. Кроме этого, прошу обратить внимание на реакцию нейтрализации. Реакция нейтрализации протекает у нас с вами без видимых признаков. Выделение энергии не является видимым признаком реакции. Поэтому, если у нас в наборе реактивов не обозначен индикатор, и ребенок его не использует, то как признак реакции является что? Его отсутствие. И это правильный вариант ответа. В этом году у нас с вами практический эксперимент. А это значит, что учащийся может проверить результаты
23-го задания на практике. И поэтому после того, когда он выполнит 24-е задание, он может скорректировать свои признаки реакции. И поэтому в этом году надо четко детей, вектор развития какой? Он должен сначала спрогнозировать признаки, а потом в качестве реального эксперимента их подтвердить. Поэтому просто указание «выпал осадок, выделился газ» этого недостаточно в этом году. Кроме этого, значит, посмотрите, ребенок может приступить к 24-му заданию уже через 30 минут от начала экзамена. Вы понимаете, что в аудитории, где будет проходить экзамен по химии, невозможно каждому участнику поставить на рабочий стол лоток с реактивами. Это запрещено правилами техники безопасности. Поэтому с ребятами надо четко оговаривать. Не надо оставлять 24-е задание на последние 15 минут экзамена. Потому что если все участники аудитории оставят проведение этого экзамена на самый конец, он может просто не успеть его выполнить. Потому что в этом году экзамен у нас увеличен по времени и предполагается, и с ребятами надо говорить об этом, да, что ребята, конечно, могут приступить к тестовой части. В течение часа они могут ее выполнять. Потом они должны обязательно попробовать выполнить задание 23-е и потом провести эксперимент, потому что проведение эксперимента позволяет им скорректировать, определить, протекает ли их реакция, которую они составили, какие он там будет наблюдать признаки реакции. Поэтому ребятам так и надо говорить о том, что не надо это оставлять напоследок. Сделайте это в середине экзамена, проведите этот эксперимент, откорректируйте задание 23-е, и после этого спокойно вернитесь и продолжайте выполнение работы, ведь никто не мешает. Никто не говорит, что после практической части экзамен завершился. Нет, конечно. Это обычное задание, которое надо вовремя спроектировать свой временной интервал для его выполнения. Итак, давайте посмотрим задание 24. Итак, по заданию 24. Здесь вот на слайде вы все пишете то же самое задание, то есть те два уравнения, которые ребенок в 23-м задании расписал, он может их проверить в задании 24. Сразу же по процедуре проведения задания 24. Ребенок поднимает руку, и организатор, который проводит данный экзамен в пункте проведения, сопровождает, то есть он говорит ему, что он готов приступить к практической части, он может с собой взять ким, и он может с собой взять черновик и ручку. После этого учитель-экзаменатор сопровождает его за лабораторный стол, который будет в этой аудитории. Предполагается, предположительно, если у нас аудитория на 15 посадочных мест, среднестатистическая, соответственно, мы более 3 столов, наверное, в эту аудиторию поставить не можем, чисто технически. Поэтому, вот имейте в виду, у вас 3 лабораторных стола, поэтому, естественно, учащиеся провожают к этому столу, и давайте посмотрим, что он здесь должен сделать. Во-первых, в задании надо детям это довести, что в задании 24 не проверяется его умение правильно составлять уравнения. Нет. Правильно он составил реакции, неправильно он составил реакции. В этом задании это не проверяется. Здесь он может провести 2 опыта, и это задание оценивает технику проведения эксперимента. То есть соблюдение правил по технике безопасности, умение правильно отобрать пробу реактива, умение правильно провести реакцию. Все. В этом задании не оценивается правильность выполнения. И об этом надо ребятам говорить, что даже если он 23-е задание выполнил неправильно, он может в 24-м провести опыты и, увидев, что они не протекают, вернуться и скорректировать задание 23. Но при этом надо четко ребятам говорить, что провести он может только 2 опыта, те, которые он написал. На рабочем столе у него будет 3 пробирки. 3-я пробирка не для проведения эксперимента, это пробирка для отлития
избыточно взятого реактива. Задание 24 будет проверяться учителями химии или химиками-лаборантами, если таковые имеются. Это задание оценивается двумя экспертами. Поэтому вот посмотрите, детям тоже надо правильно проговаривать, да, знакомить с инструкцией, что же он должен делать в этом задании. Давайте посмотрим инструкцию. Итак, вот инструкция, которая есть в КИМах этого года. Итак, посмотрите. Первое. Вот ребенок получил лоток с лабораторным оборудованием. Первое, что должен сделать участник, сверить набор реактивов с КИМом в его задании. Перед началом, вот он, да, должен посмотреть на емкости. Почему это важно? И те наборы реактивов, которые образовательные организации получили уже, они как раз для этого сейчас и предусмотрены. Чтобы вы могли с ребятами реально провести те опыты, которые есть и на сайте ФИПИ, и в каких-то других источниках, попробовать. Что должен определиться? Посмотрите, у нас с вами в пункте 3. 3.1, 3.2 и 3.3. То есть ли ему предложены капельницы, то есть склянки, в которые закреплена капельница, и из нее можно капать, ребенок должен оценить. Посмотреть, у меня капельница, значит, я должен брать 7-10 капель. Если это с пипеткой, у нас есть такие школы, значит, своему ребенку надо показать, как с этой пипеткой работать, как можно отбирать пробу пипеткой. Третье. Если мы попали на пункт проведения экзамена, у которых нет капельниц, нет пипеток, а просто обычные склянки с закрывающимися крышками, обратите внимание, ребенку надо показать, как надо отбирать из склянки без капельницы, без пипетки, что обязательно надо снимать последнюю каплю, чтобы она не капала никуда, да, то есть показать это ребенку. И вот в этом вопросе как раз один из баллов ребенок получает за правильный отбор, что он правильно пользуется капельницей, пипеткой или просто правильно из склянки наливает реактив, соблюдая правила по технике безопасности. Но вы сами понимаете, ребенок может волноваться, это нормальная ситуация, мы с вами волнуемся, дети волнуются. И если он перелил в пробирку лишнее, ребенку надо объяснять, что да, налил лишнее, ты должен понимать, что нельзя брать в пробирке больше определенного ее объема, того, что прописано в инструкции. Он может отлить избыток как раз в ту третью пробирку, избыток реактива. Ни в коем случае не обратно в склянку, потому что это как раз минус балл за нарушение правил по технике безопасности. И вот эти все моменты и нюансы, эту инструкцию с ребятами надо что? Тщательно изучать и обговаривать, и пробовать. Мы не можем с вами спрогнозировать, что у всех на пункте проведения экзамена будут капельницы. Пипетка тоже, смотрите, это достаточно не все пользуются, и ребенок может ей просто, у него может не получиться. Поэтому надо пробовать все три варианта. Дальше посмотрите. Вот у нас написано, да, возврат излишка реактива в исходную емкость категорически запрещен. Если ребенок это делает, мы с вами снимаем балл за нарушение правил по технике безопасности. Его помещают в отдельную резервную проверку. Дальше, посмотрите, как он отбирает пробы. Вот здесь опять же у нас шрифтом все выделено, что сосуд, из которого он взял реактив, должен быть обязательно закрыть крышкой и отставить использованный реактив. Он не может держать на столе 3 открытых реактива, все со склянками. Вот на эти нюансы надо обращать внимание. Именно здесь это оценивается. Так, значит, посмотрите, опять же, при растворении в воде порошкообразного вещества процесс перемешивания. И мы должны показать ребенку, как грамотно перемещать, да? Что можно держать пробирочку и постукивать ей о ладошку, или, держа пробирочку, аккуратно пальчиками постукивать по пробирке, чтобы произошло перемешивание. А никаких других действий у нас здесь не предусмотрено. И это тоже как раз вот, да, момент правильности проведения техники эксперимента. Значит, с запахом тоже мы с вами все умеем работать, и детям надо обращать на это внимание. Со спиртовкой
Ну, предположительно, конечно, я не могу сказать на 100%, что будем ли мы в этом году пользоваться спиртовками. Предположительно, что в этом году со спиртовками, наверное, мы все-таки работать не будем. Но это не говорит о том, что мы не должны ребятам показать, потому что вот этот вот процент может, не может, он всегда есть, этот люфт. Да? А вдруг да, нам попадется ким, где нужно будет нагревать. И вот эта вот техника выполнения нагревания со спиртовкой, это тоже особый предмет. Итак, если у нас с вами мы волновались и что-то попало на стол, значит, опять же, вот посмотрите, да, у нас с вами, если реактив попал на рабочий стол, действие ребенка, он поднимает руку и говорит экзаменатору, который стоит с ним рядом, с двух сторон стоят два учителя-экзаменатора, поднимает руку и говорит: я прошу выдать мне салфетку, я пролил жидкость. Ни в коем случае не махать это рукой по нему. Понимаете, это нарушение правил по технике безопасности. Ну, у нас у детей бывает, а вдруг да не увидели, давайте смахнем это со стола рукой. Это грубое нарушение правил по технике безопасности. Если реактив попал на кожу или на одежду, опять же, мы поднимаем руку, незамедлительно обращаемся к специалисту, который здесь, да, у нас, а это что? Это два учителя-экзаменатора, имеющие химическую подготовку, знающие правила по технике безопасности и умеющие оказать первую медицинскую помощь. После того, как ребенок все подсмотрел, оценил и готов к выполнению эксперимента, он, уже сидя за лабораторным столом, поднимает руку и говорит учителям-экзаменаторам: я готов приступить к выполнению опытов. Проделывает 2 опыта, говорит: я закончил, и возвращается на свой рабочий стол. Поэтому вот здесь, посмотрите, очень сжато, еще раз мы с вами пройдемся. Да? Ребят надо нацеливать на том, чтобы 24-й опыт был проведен где-то в середине экзамена, для того, чтобы хватило времени всем. Дальше, его не надо бояться. Если ребенок не готов, это тоже надо говорить ребенку, он может его не выполнять. Понимаете? Если он готов, пусть он пойдет попробует, это позволяет ему скорректировать свои результаты. Если он не готов, не хочет он, это его право. Дальше. Ребенку надо объяснить, что даже если он 23-е задание вот выполнил методом тыка, непонятно, что написал, ему никто не запретит задание 24-е. И даже если он 23-е сделал неправильно, но в 24-м правильно провел эксперимент между неправильными реактивами, здесь оценивается только техника проведения эксперимента. А неправильность, правильность оценивается в 23-м задании. И поэтому вот здесь сразу хочу обратить внимание учителей, потому что в этом году, наверное, практически все учителя химии будут участниками экзамена в качестве эксперта-экзаменатора, хорошо работать со своей мимикой. Да? Поэтому не надо делать большие круглые глаза, когда ребенок берет какие-то не те реактивы. Вы должны быть смотреть очень отстраненно, доброжелательно. Ваша задача проконтролировать, как он выполняет технически этот эксперимент, чтобы он проводил все согласно с техникой безопасности и никоим образом. Так, ребятам напоминаем, он провести может только 2 опыта. 2, никак не больше. Дальше, обратите внимание, при проведении эксперимента учитель в обязательном порядке останавливает эксперимент, если он идет с грубым нарушением правил по технике безопасности. Вот здесь, наверное, пока все. Более подробно учеба учителей-экзаменаторов, по всей видимости, будет или на каникулах, или в режиме вебинара, когда будет готов весь законодательная и нормативная база по проведению данного эксперимента, и данного экзамена, практической его части. Спасибо большое всем за внимание, успехов в вашей профессиональной деятельности. Успехов! Добрый вечер, уважаемые коллеги.
Сегодня я хочу вам буквально тратить ваше время, уделить время. Это конкурсом, профессиональным конкурсом для учителей химии. Для вас я приготовила, рассмотрела буквально 4 конкурса. Первый конкурс, первые 2 конкурса, они обычно идут в ноябре-декабре месяце. Первый – это республиканский заочный конкурс среди учителей, онлайн-ярмарка педагогических идей, достижения молодых. Тут, конечно же, ограничения в возрасте. Тут могут проучаствовать учителя до 35 лет. Значит, конкурс проводится, еще раз напоминаю, в ноябре-декабре. Так, участники ярмарки представляют материалы по следующим направлениям. Это современные методы и приемы обучения, педагогическая диагностика предметов результатов обучения и педагогическая диагностика метапредметных результатов обучения и олимпиадные задания по учебному предмету. Второй конкурс, про который я бы хотела сказать пару слов, это лучший педагогический проект в системе работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Он так же, как и предыдущий, проходит с ноября по декабрь. Здесь номинация – это лучший педагогический проект в системе профессионального ориентирования детей с ограниченными возможностями здоровья, лучший педагогический проект с использованием ИКТ-технологий и лучший педагогический проект по включению родителей в практику специально инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Следующий конкурс, на котором я бы хотела заострить внимание, это в этом году уже проходит республиканский этап 15-го всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми, с молодежью до 20 лет на соискание премии за нравственный подвиг учителя. Сроки проведения данного конкурса это до 31 марта 2020 года. Республиканский этап – это первый этап всероссийского конкурса, проводится он в заочной форме. Конкурс проводится по следующим направлениям. Это организация духовно-нравственного воспитания в рамках образовательной организации, лучшая программа духовно-нравственного и гражданского патриотического воспитания детей и молодежи и лучший образовательный издательский проект года. И самое основное, это у нас последний конкурс на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. Вот на нем я бы хотела более подробно остановиться. Конкурс ежегодно проводится с мая по июнь месяц. В конкурсе могут принять участие учителя со стажем педагогической деятельности не менее 3 лет. Условия данного конкурса. Отбор по следующим показателям. Это первое. Наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе. Второе – это высокие результаты достижения обучающихся, которые обучаются у учителя. Третий момент – это высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету. Четвертый момент – это у нас получается создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся. Пятый момент – это обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного использования различных образовательных технологий, в том числе технологий дистанционных образовательных либо электронного обучения. И шестой пункт – это непрерывность профессионального развития учителя. Определение победителей и подведение итогов конкурса. На основании результатов проведенной экспертизы конкурсная комиссия формирует рейтинг участников конкурса. Те учителя, которые попали в рейтинг с 1 по 6 место, они становятся победителями конкурса федерального уровня. Учителя, занявшие с 7 по 12 места в рейтинге, становятся победителями конкурса регионального уровня. В данном случае здесь этот конкурс имеет под собой денежное вознаграждение. Если вы становитесь победителем федерального уровня, это сумма в районе 200 тысяч рублей. И если победителем на республиканском уровне, то 150 тысяч рублей. Здесь я бы хотела еще дать слово Наталье Олеговне Поле. В прошлом году она стала победителем данного конкурса. И попрошу ее рассказать нам хотя бы буквально дополнить пару слов по этому конкурсу. Наталья Олеговна, пожалуйста.
Ну, в продолжение данного конкурса я хотела бы отметить и заострить внимание на 4 и 6 пунктах. 4 пункт, где идет речь об особенной работе с определенными категориями, есть такой пункт, как одаренные дети. Я думаю, что для вас не секрет, что на сегодняшний день я являюсь заместителем руководителя регионального центра выявления и поддержки одаренных детей. С чем связано на сегодняшний день мое назначение и почему я работаю именно там? Меня этот вопрос уже давно интересовал, волновал, как работа с одаренными детьми, работа с олимпиадниками, работа с углубленным материалом по моему предмету. Соответственно, раз меня волновал этот вопрос, у меня возникла система работы с учащимися моей гимназии имени Пушкина. Данную систему я представила на конкурс, и данная же система мне же и помогла пройти в конкурсе на программу повышения квалификации в образовательный центр «Сириус». Я думаю, вы тоже об этом немного знаете и слышали. По 6 пункту у вас в данном конкурсе идет непрерывное повышение квалификации. Так вот, по поводу повышения квалификации я также хочу проговорить о том, что в 2018 году образовательный центр «Сириус» объявил конкурс о том, что они готовы обучать по подготовке к высокорейтинговым состязаниям по химии, и нужно было пройти отбор, конкурсный отбор. Я к нашей теме, то есть конкурс внутри конкурса, и один конкурс помогает другому, я об этом. В 2018 году образовательный центр заявил о том, что необходимо написать мотивационное письмо, резюме, портфолио приложить. И я прошла данный конкурс и ездила обучаться в образовательный центр «Сириус». После этого в 2019 году «Сириус» заявил о конкурсе и сказал, что нужно пройти еще тестирование. В этом году, я думаю, что 7 марта вы все получили через муниципалитеты письмо приглашения от образовательного центра «Сириус». С 6 по 11 апреля 2020 года «Сириус» приглашает на теорию и практику подготовки и проведения высокорейтинговых олимпиад по химии. Заявки для участия в конкурсном отборе на программу принимаются до 13 марта, сегодня 11. То есть у нас есть еще 11, 12 и 13 марта. Кроме того, что нужно подать заявку, необходимо написать мотивационное письмо, почему вы желаете принять участие в данном мероприятии, портфолио и пройти тестирование, дистанционное тестирование 14 марта. Что такое дистанционное тестирование? Давайте, раз я уж здесь и говорю об этом конкурсе, то я его проходила и сообщаю вам, что это такое. Необходимо решать задачи олимпиадного формата, их в районе 20 задач. Дается 2 часа времени, онлайн времени, то есть вот вы заходите под своим логином, паролем, у вас 2 часа, вы решаете задачи, забиваете ответы. И в конечном итоге, примерно через 2-3 недели, выставляется рейтинг по России, вы смотрите, сколько баллов вы заработали, и они определяют, проходите вы на данное обучение или нет. Вот как на данный момент и на сегодня, в апрельскую смену, они ждут только 25 педагогов со всей России. Никто не мешает и вам, ребята, коллеги, принять участие и попытать свои силы в данном конкурсе. Но если у вас есть еще какие-то вопросы, или, может быть, у коллег, которые здесь сидят, вот по данному конкурсу на денежное поощрение и по конкурсу прохождения в «Сириус», если у вас есть вопросы, я готова ответить, пожалуйста. Вопросов нет? Спасибо тогда за внимание, и я предоставляю слово Анжелике Васильевне. Нужны папочку.
затруднила мне работу. Сейчас. Так. Кнопочку здесь не оставил. Так, да. Сейчас посмотрим. Так, куда же он его поставил? Так, сейчас я приглашу его туда. Простите, пожалуйста. Я впервые работаю в этом. У нас небольшая техническая заминка. Я надеюсь, что сейчас Анжелика Васильевна решит этот вопрос. Но я хотела бы сказать, что за последнее время и в январе, и в декабре состоялись заседания председателей республиканских методообъединений, на которых нам говорили о том, насколько важна концепция развития наших предметов. И в ближайшее время, а у нас с вами следующее заседание республиканского методообъединения состоится 15 апреля, я попробую осветить вам те насущные вопросы и проблемы, которые нам говорили при сборе председателей РМО. Один из вопросов, который был, это качество образования. И Анжелика Васильевна готова. Спасибо, что Пожалуйста. меня спросили. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рада знакомству с вами. С большим уважением отношусь к учителям-практикам. Знаю ваш вклад в образование, поэтому очень рада общению с вами. Ну, кажется, тема моего доклада совершенно не нова. О ней говорили всегда и говорят сейчас. Индивидуальная работа учителя по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. Почему я взяла именно эту тему доклада? Причин у меня несколько. Ну, во-первых, как работник Института развития образования я курирую вопросы качества образования. Вторая причина, проработав 13 лет в школе, далее 10 лет в управлении образования, посещая уроки учителей, конкретно Ижевского района, проводя анализ работы образовательных организаций и конкретно работая с учителями, мы пришли к выводу, что недостаточная работа организована у учителей по ликвидации пробелов в знаниях. А считаем, что именно данное направление, качественно организованное, приводит к повышению качества образования. Свое выступление и свой доклад я хочу начать со слов Льва Николаевича Толстого. Важно не количество знаний, а их качество. Можно знать очень многое, не зная самого нужного. И сейчас я бы хотела остановиться на организации работы по устранению пробелов в знаниях, который разделяется на 6 этапов. Наверное, вы со мной согласитесь, вы все практики. Те учителя, которые работают с пробелами в знаниях, у них никогда практически не бывает провалов на государственной итоговой аттестации, и они всегда показывают хороший результат. Мы их называем учителями, чаще всего стажистами, теми учителями, которые становятся наставниками нашим молодым учителям. Работа по выявлению и устранению пробелов в знаниях учащихся – это неотъемлемая часть деятельности каждого учителя. Своевременность и тщательность этой работы – это залог высоких результатов обучения. Учитель-практик знает, сколь кропотлив и важен этот труд. Если не уделять данному вопросу серьезного внимания, то очень скоро даже самые способные ученики погрязнут в ошибках. Необходимо проводить мероприятия по выявлению и устранению пробелов в знаниях систематически и планомерно. Систематическая работа по выявлению, устранению и недостатков – одно из основных условий повышения качества образования.
Учитель должен использовать общепринятые формы и изобретать, внедрять свои средства контроля, умелое владение которыми предупреждает отставание, обеспечивает активную работу каждого учащегося. И сейчас мы остановимся с вами на первом этапе организации работы, это выявление ошибок. Осуществляется данная работа в ходе проверки письменных работ, устных ответов, само- и взаимоконтроля. Значит, письменные работы проводятся учителями регулярно. Наиболее эффективные формы письменных работ – это тестирование, это традиционные контрольные и предшествующие самостоятельные работы, письменные опросы теоретического материала, это какие-то диктанты, смотря какая специфика предмета. Устная проверка направлена на выявление типичных ошибок конкретной темы и общеучебных умений и навыков. Она эффективна, если направлена на выявление осмысленности восприятия знаний и осознанности их использования, если стимулирует самостоятельность и творческую активность учащихся. Качество вопросов определяется характером умственных действий, которые выполняют учащиеся при ответе на вопрос. Поэтому среди проверочных заданий выделяются вопросы, активизирующие память. Это на воспроизведение изученного, на мышление, сравнение, доказательство, обобщение, речь. Большое значение имеют проблемные вопросы, которые заставляют применять полученные знания в практической деятельности. Приемы устной проверки используются на различных этапах урока. Привитие учащимся умений и навыков самоконтроля не только позволяют им находить собственные ошибки, но и благотворны и с точки зрения воспитательной и психолого-педагогической точки зрения. Взаимоконтроль качества и эффективности учебной деятельности школьников помогает учителю осуществлять проверку знаний учащихся и содействует выработке таких качеств личности, как честность и справедливость. Задай вопрос, найди ошибку в решении и задай вопрос. Объясни решение товарищу. Взаимопроверка домашних и проверочных работ, правил, формул, теорем, определений. Положительно еще и то, что взаимопроверку можно проводить и во внеурочное время. Взаимопроверка знаний активизирует деятельность учащихся и повышает интерес к знаниям и нравится им. Второй этап, на котором я бы хотела остановиться более подробно, это фиксирование ошибок. Фиксирование ошибок происходит параллельно их выявлению, но далеко не каждый ученик способен усвоить материал и выработать прочные умения и навыки даже после классической цепочки. Учитель показал, ученик сам порешал, учитель указал на ошибки, и ученик выполнил работу над ошибками. Приступая к изучению новой темы, школьник часто забывает многое из предыдущего материала. Только путем многократного, продолжительного, периодического повторения каждым учеником своих проблемных тем, возвращения к слабому звену в цепочке знаний можно добиться результатов в обучении. Необходимо вести строгий учет ошибок в виде списка, регулярно работать с ним, вносить изменения, держать ошибку на контроле до той поры, пока не будет твердой уверенности в качестве усвоения. Это занятие не из легких. Оно требует терпения и времени, но цель оправдывает средства. И тот, кто пройдет этот путь, будет вознагражден учебными достижениями своих учеников. Рациональными формами фиксирования ошибок, на мой взгляд, являются следующие. Это матрица данных таблица. Многим она учителям знакома, но, к сожалению, не все используют данный вид работы. Даже анализируя работу с молодыми специалистами, которые приходят с учебных заведений, они не знают об этой работе. И, к сожалению,
Вся их коррекционная работа сводится к тому, что они проводят работу над ошибками и на этом останавливаются. И получается, что к 9 классу, к 11 классу у нас ребенок приходит с пробелами в знаниях. Конечно же, опыт показывает у каждого учителя свои методы фиксирования ошибок. У кого-то это подобная матрица, у кого-то это тетрадь учета ошибок. Зачастую я видела у учителей, тех учителей, у которых я анализировала данную работу, именно тетрадь учета ошибок. Ну, конечно же, по ходу урока при выполнении домашних работ настоятельно рекомендуется ученикам, если что-то не смогли сразу понять, ставить какие-то пометки на полях, ну, например, такие как вопросительный знак. Третий этап. Вот, пожалуйста, фрагмент тетради учета ошибок. Третий этап – это анализ допущенных ошибок. Анализ допущенных ошибок выполняется после каждого вида работы, устно или письменно, учителем или учеником, в зависимости от рода деятельности. Проводится количественный и качественный анализ. Тщательно проведенный анализ позволяет глубоко изучить пробелы и достижения отдельных учеников, выделить типичные ошибки и основные затруднения учащихся, изучить причины их появления и наметить пути их устранения. Четвертый этап – это планирование работы по устранению пробелов в знаниях. Эта работа строится на основании анализа, результаты которого доводятся до учеников. Учитель намечает, когда, кого, с какой целью спросить и какие для этого использовать средства. Работа над ошибками проводится после каждой письменной работы. Повторный зачет после неудовлетворительной отметки. Осуществляется строгий контроль за тем, чтобы каждый ученик выполнил все контрольные и зачетные работы, даже если пропустил какие-то занятия. Пятый этап – это устранение пробелов в знаниях. Тут работа может делиться на такие формы, как анализ работы в классе, выяснение мнения класса по поводу полученных результатов, ну и, конечно же, работа над ошибками, индивидуальная и фронтальная с обязательной последующей письменной проверкой до получения положительной отметки. Задание на повторение во время фронтального опроса и индивидуально, тоже до получения положительной отметки. Ну и последний этап – это меры профилактики. Трудно лечить болезнь, лучше ее не допустить. Ошибки тоже своего рода это недуг. Свести их к минимуму способствуют следующие профилактические меры. Это тексты письменных заданий должны быть удобными для восприятия, грамотно сформулированными, хорошо читаемыми. При объяснении нового материала предугадать ошибку и подобрать систему заданий на отработку правильного усвоения понятия. Акцентировать внимание на каждом элементе формулы. Выполнение разнотипных заданий позволит свести ошибочность к минимуму. Подбор заданий, вызывающих интерес, формирующих устойчивое внимание. Прочному усвоению, а значит и отсутствию ошибок, способствуют правила, удобные для запоминания, четкие алгоритмы, следуя которым заведомо придешь к намеченной цели. Уважаемые педагоги, хотелось бы, чтобы каждый из вас обратил к данному докладу, данной теме особое внимание. Потому что если с 1 класса учитель будет работать с пробелами в знаниях обучающихся, я уверена, что и к 5 классу учителя основной школы получат ученика, который будет осваивать материал основной школы. И, конечно же, мы к 9 классу получим учеников, которые будут сдавать наши экзамены только на положительные оценки. Спасибо за внимание. Спасибо, Анжелика Васильевна. Я надеюсь, что сегодняшнее наше заседание было действительно полезным для вас, уважаемые коллеги. Я думаю, что вы услышали много нужной и интересной информации. Вы воспользуетесь данными презентациями. Мы
Надеемся и побеспокоимся, чтобы прикрепили наши презентации к нашей видеосвязи. Поэтому всем спасибо, всем всего доброго, ждем вас в следующий раз. Надеемся, что это будет 15 апреля. Спасибо, до свидания. Все молодцы. Даже что?